Сказать честно, я всегда очень горжусь тем, что нам удается делать в рамках программы «Бэкграунд». Но даже с учетом этого, бывают такие духоподъемные моменты, когда хочется особо подчеркнуть. Вот материал, который должны посмотреть все. Именно таким материалом является расследование, проведенное Альбиной Молдаваненко, которая буквально переворачивает некоторые устоявшиеся представления о вроде бы известных событиях и фактах отечественной истории. Наше расследование того, что стоит за описанными гитлеровской пропагандой зверствами большевиков, мы начнем с печально знаменитой Катыни, о которой «Бэкграунд» уже не раз говорил. Но повторение, как известно, мать учения. Итак, что говорится по поводу так называемого Катынского расстрела в главном для современной молодежи источнике знаний – Википедии. 17 сентября 1939 года советские войска вступили на территорию Польши по приказу Сталина, силой вывезли польских офицеров и представителей интеллигенции, всего более 20 тысяч человек, по некоторым данным 25 857 человек. Все они стали заложниками. Сначала их мучили в камерах, а затем сотрудники НКВД расстреляли их в разных местах, в частности в Катынских лесах 4421 человек. Как свидетельствуют опубликованные в 1992 году документы, расстрелы производились по решению тройки НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 польских пленных. Сегодня по Катыни с достаточной степенью уверенности можно сказать следующее. Первое. Так называемые документы особой папки ЦК КПСС, якобы найденные в 1992 году, на которые ссылается Википедия, не внушают доверия, поскольку были многократно уличены фальсификацией и явной подделки. Второе. Если все же поверить Википедии, которая оценивает общее число захваченных, а затем якобы убитых НКВД представителей польского офицерства и интеллигенции примерно в 25 тысяч человек, и вычесть от этой суммы гражданских лиц от 5 до 10 тысяч, то получается, что в СССР были расстреляны от 15 до 20 тысяч лиц начальствующего состава бывшей польской армии, то есть практически все взятые в плен. Но в этом случае совершенно непонятно, откуда взялись на территории СССР те тысячи польских офицеров, в общей сложности как раз 15-20 тысяч, из которых впоследствии были сформированы целых две польские армии. Вначале армия генерала Андерса, а затем войско польское. То ли в НКВД работали медиумы, которые вызывали невинно убиенных поляков с того света и вновь ставили их в строй, либо вся эта инфа о чудовищных большевистских расстрелах – полная галиматья и стопроцентный обман. В-третьих, в то же время совершенно непроясненным остается вопрос о судьбе десятков тысяч польских офицеров, захваченных в плен в 1939 году гитлеровскими войсками. Почему-то никто не интересуется судьбой этих людей. Между тем, она в высшей степени загадочна. Очевидно, что они никак не могли быть зачислены в польские войска на советской территории. Отпустить по домам такое количество врагов Рейха в разгар войны немцы тоже явно не могли. Расстреливать их на территории Польши фашистам было не очень удобно. Все-таки слишком много вокруг польских глаз. А вот в Катынском лесу под Смоленском, пожалуй, в самый раз. Шито-крыто и кровавые большевики, на которых можно все свалить всегда под рукой. Так что с этой Катынью полякам стоит еще раз хорошенько подумать, кому предъявлять судебные иски, прежде чем бежать с ними в Страсбургский суд. То, что с катынской историей не все так просто, подтверждается и другими фактами, которым раньше не придавалось особого значения и которые при их внимательном рассмотрении выстраиваются в весьма любопытную логическую последовательность. Для начала обратим внимание на то, что катынское открытие было совершено теми же нацистами не когда-нибудь, а в 1943 году, когда их шансы на победу в войне с Советским Союзом, мягко говоря, пошли на убыль. Именно в 1943 году над Германией нависла реальная угроза потери ранее захваченных советских территорий. Тех самых, на которых гитлеровцы за 2 года оккупации успели нагромоздить буквально заоблачные горы трупов из числа местного населения и военнопленных Красной армии. Про массовое уничтожение фашистскими головорезами и их местными бандеровскими халуями населения целых городов и местностей достаточно хорошо известно, и мы также не раз об этом рассказывали. И вполне естественно, что перед немецким руководством к 1943 году во весь рост встал вопрос, а что, собственно, со всеми этими трупами делать?
Раньше такой вопрос не возникал по той простой причине, что у немцев и мысли такой не было, что им когда-то придется драпать из этих мест. А в 1943-м такие опасения появились. И тут же началось массовое обнаружение фактов большевистских зверств. Подчеркнем еще раз, у немцев было целых 2 года для того, чтобы все это не спеша обнаружить и рассказать всему миру о преступлениях большевиков. Но эти 2 года они молчали, как рыба об лед. То ли большевиков жалели, то ли просто нужды не было кого-то в чем-то обвинять. А в 1943-м такая нужда появилась, ведь в Берлине прекрасно понимали, что когда эти территории освободят и выяснят, что они здесь натворили, нацистских главарей явно по головке не погладят. И вот тут-то и начались великие разоблачения, причем не только в Катыни. Практически одновременно гитлеровское министерство пропаганды распространило новость о находке нескольких тысяч трупов жертв большевистских расправ в окрестностях Винницы. Остановимся на этом эпизоде подробнее, поскольку он достаточно красноречив. В мае-июне 1943 года в рамках кампании, организованной Министерством пропаганды нацистской Германии, в оккупированной Виннице было найдено 509 трупов. Почти сразу же было объявлено, что это жертвы советского режима. Однако немцы вошли в Винницу в июне 1941, а эксгумация захоронений ими была начата только в 1943 году. Завидная оперативность, не правда ли? В Виннице первыми начались раскопки в саду на Подлесной улице, где якобы отыскали тела, поразительно похожие на катынские находки. Все казненные были убиты выстрелами из пистолета в затылок. Тогда же некая украинская комиссия провела медицинскую экспертизу и определила дату смерти – 3-5 лет назад, то есть до войны. Что за комиссия, непонятно. Неясно даже, существовала ли она в реальности или только в пропагандистских отчетах. А раскопки тем временем продолжались. 18 июня 1943 года в Берлин ушло сообщение от представителя Рейхкомиссариата Украины фон Заукена, в котором тот сообщил, что предполагает найти 8-10 тысяч трупов. В общем-то, уже одной этой телеграммой немцы выдали себя с головой. Но откуда им могло быть известно, сколько человек расстрелял здесь НКВД? А вот масштабы собственных казней они знали отлично, отмечают историки Елена Прудникова и Иван Чигирин. Дальше процесс шел уже по накатанной колее. В том же июне в Виннице была создана так называемая Международная комиссия по расследованию злодеяний большевистского режима. В нее входили врачи, юристы, священники и журналисты из подконтрольных Германии стран – Бельгии, Болгарии, Финляндии, Франции, Италии, Хорватии, Голландии, Румынии и так далее. Возглавлял работы назначенный ведомством Геббельса профессор Шрадер. 15 июля подписан протокол, где говорилось, что в саду на Подлесной улице обнаружили 37 могил, в которых 5644 трупа, на кладбище 42 могилы, где 2405 трупов, и в Центральном парке культуры и отдыха 24 могилы, в которых обнаружено 1390 трупов, а всего 9439 тел. В 1944 году в Германии даже успели издать соответствующую книгу о винницких могилах и снять документальный фильм. Впрочем, широкой огласки эта история не получила. Купились на эту наживку только всеядные перестроечные журналисты, которые в начале 90-х пытались сделать из этого сенсацию, но даже у них ничего не вышло. Между прочим, это та самая Винница, в окрестностях которой в годы войны находилась полевая ставка Гитлера, на строительство которой были отправлены десятки тысяч советских военнопленных, большинство из которых впоследствии по соображениям секретности немцы расстреляли. Так что Винница отнюдь не случайно оказалась в очереди на разоблачение зверств большевиков сразу вслед за Катынью. Но куда конь с копытом, туда и рак с клешней. В том же 1943 году разоблачать зверства большевиков кинулись и союзники немцев румыны. Те самые, которые к тому времени успели натворить столько делов на Южной Украине и, в частности, в Одесской и Николаевской областях, что буквально стояли по пояс в крови. 23 апреля 1943 года румынский бульварный листок «Одесса» поместил информацию о том, что вблизи Одессы повторено великое преступление Катынского леса, и обещал вскоре опубликовать подробности, которые произведут колоссальное впечатление на всю Европу. Уже 23 апреля на месте чудовищного большевистского преступления
преступления под руководством военного протора Одессы полковника Никулеску и по инициативе ведомства военной пропаганды начались раскопки, и 25 апреля тот же листок сообщил, что в 7 километрах от Одессы произошли расстрелы многих людей, насильно вывезенных большевиками из Бессарабии и Буковины, а также местных жителей. Аппарат Геббельса тут же подхватил эту весьма своевременную румынскую инициативу. В Одессу были командированы специалисты из немецкого информационного бюро, вместе с которыми прибыли представители итальянского телеграфного агентства и принялись производить обещанное впечатление на Европу. Один из нас обращает внимание на большие жестяные коробки, пробитые пулями на вылет. Сначала мы не обращаем внимания на эти коробки, но внезапно обнаруживается в одной из них, вместе с глиной и землей, человеческий череп. Он глядит на нас широкими дырами глаз. Мысли теряются в догадках, и всплывает совершенно правдоподобное предположение. Людей стреляли здесь, одевая им на головы эти жестяные маски. Встает полная ужаса картина. Убийцы боялись смотреть в глаза своим жертвам. Немцы для придания большей достоверности своим разоблачениям создавали международные комиссии, привозили врачей со всей Европы. Румыны поступили проще. Поручили исследование трупов одесским судебно-медицинским экспертам, да и тщательной подготовкой фальсификации результатов себя не затрудняли. И после освобождения Одессы их ложь в 2 счета была разоблачена. Жмайлович Феликс Николаевич, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины, показал, что в апреле 1943 года румыны доставили ему черепа и предложили их исследовать. Часть черепов, сообщил Жмайлович, была женских и часть мужских. Возраст был молодой или средний, а причиной смерти служило огнестрельное ранение головы, входное отверстие которого располагалось в затылочной кости. В одном из черепов была обнаружена небольшая свинцовая безоболочная пуля нерусского образца. Давность следует определить не более 2 лет, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный мною и доктором Федулевским. Акт был напечатан на машинке, и когда был прислан мне для подписи, то я, подписавший его, заметил, что слово «не» при определении давности смерти не было помещено. Когда я спросил доктора Федулевского, кто изменил редакцию заключения, он мне ответил, что это сделано по требованию румынской санитарной дирекции на том основании, что выражение «не более 2 лет» дает основание заключить, что убийство этих лиц произведено румынами. Если же при установлении давности смерти мы напишем более 2 лет, то расстрелы произведены большевиками. Феликс Николаевич Жмайлович приводит и другие факты мошенничества румын. Очень много трупов расстрелянных было выброшено в море. Трупы, всплывавшие в порту, доставлялись для вскрытия и исследования в морг. В местных газетах румыны сообщали, что всплывают трупы, якобы убитых большевиками. Из сохранившихся при трупах документов можно было установить их личность. Родственники этих опознанных лиц указывали единогласно, что эти лица, трупы которых найдены в море, были арестованы румынами в последних числах октября 1941 года и домой не вернулись. А теперь давайте вернемся к судьбе тысяч польских офицеров, следы которых якобы затерялись в немецком плену. Недавно Польский совет охраны памяти борьбы и мученичества распространил итоги коллективного исследования массового захоронения польских военных периода Второй мировой войны в украинском Владимире-Волынском. Это захоронение было найдено в 1997 году, и сразу же было выдвинуто предположение, что это очередная могила с останками польских жертв НКВД времен Второй мировой войны. В украинских СМИ это захоронение было названо «Украинской Катынью» и инкриминировано сталинскому НКВД. Теперь же сами поляки доказали, что массовый расстрел был организован гитлеровцами. С уверенностью установлено, что преступление было совершено не раньше, чем в 1941 году. Об этом свидетельствуют найденные в могиле предметы. Прежде всего гильзы, на которых виден год выпуска, а также монеты, среди которых самая младшая была выпущена в 1940 году. Способ, которым жертвы были убиты и уложены в могиле, а также упомянутые гильзы калибра 9 мм, изготовленные на заводе Хасах в Скажевске-Каменном, указывают на то, что это преступление было совершено по инициативе германских оккупационных войск. Таким образом, вырисовывается картина весьма отличная от той, которую сегодня охотно тиражируют либеральные средства массовой пропаганды России и Украины. Выясняется, что в 1943 году после катастрофического поражения немецких войск под Сталинградом гитлеровское руководство приступило к проведению грандиозной пропагандистской спецоперации, главной целью которой было переложить ответственность за убийство сотен тысяч советских людей, а также граждан других стран в годы гитлеровской оккупации с
самих нацистов на Советский Союз. И самое печальное во всей этой истории, что ни в России, ни в Украине не нашлось достаточно здравого смысла, чтобы по достоинству оценить эту нацистскую провокацию и дать ей должную оценку. Вместо этого нам стали вешать на уши лапшу, сваренную еще Йозефом Геббельсом, персонажем, который в свое время очень любил повторять: ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Альбина Молдаваненко, аналитическая программа «Бэкграунд».